Как страна в настоящее время обеспечивается электроэнергией, как энергетики готовятся к летнему турсезону, нам расскажет гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Итак, Тимур Иванович, зима позади. Переходим ли мы на летнее время? Вообще, как происходит обеспечение электроэнергии в данный месяц, в данное время? Расскажите, пожалуйста. Ситуация у нас следующая. С 1 апреля 2025 года мы полностью, вся Абхазия сегодня на выработке комплекса Ингургэс. И обеспечение всей Абхазии происходит от выработки Ингургэс на сегодняшний день. Значит, с учетом того, что все-таки этот месяц апреля и начало мая у нас все-таки холодные, ниже статистического, так скажем, чем в прошлом году, значительно, то сегодняшнее суточное потребление у нас колебалось от 6,5 до 7,5 миллионов киловатт-часов в сутки. Уровень воды на Ингургэс сегодня составляет на 0 часов 461 метр 83 сантиметра. Такой показатель был зафиксирован. И приток составляет 262 кубических метра в секунду. Чтобы нашим слушателям, вашим слушателям было понятно, в зимнее время на самом спаде приток у нас составлял там 28-30 кубов в секунду. Сегодня это показатель 262. То есть сейчас Ингургэс может обеспечить потребности страны в электроэнергии. С 1 апреля целиком и полностью он обеспечивает всю страну электроэнергией. Какие у вас прогнозы на летний курортный сезон? Гостиницы заработают, некоторые уже начали работать. Потребление насколько вырастет? Готовы ли к этим нагрузкам? Я думаю, что в целом мы к этим нагрузкам готовы. Были проведены ряд очень больших и серьезных мероприятий по снятию дефицита трансформаторных мощностей, линейных мощностей. Эти работы также продолжаются параллельно. Допустим, на 5 подстанциях были заменены трансформаторы на более мощные, и большие подстанции 110 киловольтные, да. Это было в позапрошлом году сделано. Сегодня мы больше занимаемся линейными делами. Пользуясь случаем, могу сказать, что сейчас у нас идет строительство линий 10 киловольтной от подстанции Лохадзе до Калхиды, это район Гагры, где летом были у нас частые перебои с электроснабжением из-за того, что протяженная, старая, перегруженная ветхая линия. Мы сейчас для того, чтобы разделить эту нагрузку и сделать более стабильным электроснабжение данного района, очень протяженную и давно необходимую линию, ведем ее строительство. Предполагаем, что до конца месяца мы это строительство закончим. А в ближайшее время еще какие-то ремонтные, такие крупные работы у вас запланированы? Потому что мы видим, что аварийности действительно стало меньше этих ситуаций. Смотрите, как большую часть времени, сил и средств, конечно, у нас занимает это такие профилактические предупредительные работы. Потому что все наше оборудование в основном, оно процентов 85-90 у нас амортизированное, старое, которое требует замены, но тем не менее то, что есть у нас сегодня, мы стараемся поддерживать его в рабочем состоянии и профилактически избегать этих больших крупных аварий, когда наши абоненты остаются без напряжения. А можете ли вы сказать, что за последнее время в связи с тем, что счетчики начали устанавливать, действительно сокращение потребления вы наблюдаете? Мы наблюдаем существенное сокращение потребления. Допустим, если сравнивать с 2022 годом, то где-то на 450 миллионов киловатт-часов, допустим, в 2024 году мы потребили меньше. А в процентном соотношении, чтобы слушателям, в киловаттах не очень разбираются, а если в процентном соотношении, чтобы представить эту картину, насколько сократилось потребление? Это 10%, 15%? Нет, потребление сократилось, я предполагаю, что где-то процентов на 20, наверное, за все это время, за эти 2 года этих мероприятий. Для того, чтобы мы вышли к нормальным показателям, к нормальному потреблению, еще где-то 500 миллионов сокращений должно произойти по республике.
То есть 40%? Вот, если мы видим, да, 500 миллионов, если мы еще сократим на 500 миллионов, тогда мы выйдем уже на соответствующее потребление, соответствующие выработки Ингургэса и с небольшим дефицитом будем идти. Люди задают иногда вопрос, вот летом туристов много в стране, гостиниц много функционирует, и зимний период, если вообще сравнивать потребление, все-таки зимой больше получается, или вот можно эти показатели сравнивать и сказать, что примерно одинаковые? Нет, зимой республика потребляет в 2, а то и больше раза электроэнергии, чем в летний период. То есть, несмотря на то, что гостиницы, там и холодильники, и кондиционеры, и там еду готовят туристам, все равно это намного меньше, чем то, что страна зимой потребляет. Меньше. Намного меньше. И главная причина, что альтернативы другой энергоносителя у нас в республике нет. У нас все исключительно на электроэнергии. Абсолютно все. А зимой, с учетом того, что отопление, освещение и все остальное в разы вырастает, у нас нагрузки именно из-за отопительных дел. Процесс установки счетчиков, он продолжается? Он продолжается. Вот на сегодняшний день, вот буквально вот на днях мы ждем там какого-то финансирования и, наверное, будем приобретать счетчики и дальше пойдем. Сейчас пока по наличию прибора учета у нас нет, а это вопрос, я думаю, там 15-20 дней. Но все это время мы занимаемся подготовкой сетей для установки прибора учета. Работа ведется активно, и как бы мы планируем в этом году, не знаю, от 7 до 10 тысяч приборов учета еще установить к тому, что уже установлено. Сколько процентов абонентов вам удалось уже охватить? Ну, я думаю, что уже 30% мы охватили. Тимур Иванович, и вот в завершении вы сказали о ремонтных работах, которые сейчас идут и которые планируете сделать, но в целом еще какие-то планы на этот год, задачи, которые перед вами стоят? Ну, смотрите, вы знаете, что в рамках инвестпрограммы у нас идут работы по замене оборудования на подстанции Лохадзе. Вот. Первый этап подходит к завершению. Я думаю, что в конце июня мы полностью завершим и сдадим этот объект. Вот. Там была проделана большая работа, был заменен силовой трансформатор, все соответствующее, запутствующее коммутационное линейное оборудование. Вот, все по последнему сегодняшнему последнему слову техники. Сегодня новейшее оборудование там установлено. Все сделано. Мы как бы будем вводить его в эксплуатацию, что, кстати, в свое время нам дало снять очень большой дефицит по этой подстанции. Вот. Ну и параллельно идет у нас очень серьезно идет российские линии. Вот, допустим, в той же Гагре, иной раз мы берем отключение там на 2, на 3, на 4 часа практически отключаем целую линию 110-тысячную. Работают люди, усиленные бригады, которые занимаются этой российской трассой. Это один из важнейших элементов работоспособности нашей энергосистемы. Потому что работа, требующая кропотливая, ежедневная, трудозатратная, финансово затратная. Вот, и которая очень сильно влияет на бесперебойность электроснабжения вообще по всей Абхазии. По этой части мы где-то процентов на 70, даже 75 могу сказать, что уже по Абхазии мы эту работу провели. Было задействовано очень много людей, техники и, естественно, и расходов соответствующих. Но качественно повысило бесперебойность у нас сегодня по республике, вот как мы раньше об этом говорили. Вот. Думаю, что эти мероприятия именно по российской трассе 110-220 до конца этого года мы завершим полностью. Вот. И потом уже следующий год планируем переходить на класс напряжения ниже. Это 35 тысяч и 10 тысяч. Хотя параллельно и эти работы ведутся у нас. А такие работы давно не проводились, Тимур Иванович? Давно не проводились такие работы? В таком объеме, я думаю, очень давно.
А как Очень сейчас давно это было. стало возможным? Это у вас появились средства дополнительные или каким образом? Ну, не знаю, наверное, приоритеты по-другому расставили, и все пошло по-другому. И последнее, вот по поводу долгов населения. Поэтапное повышение тарифов продолжается, и вот недавно очередное было повышение. Ну, как люди активно платят вообще за электроэнергию? Это же параллельно с процессом установки счетчиков идет тоже. Это идет параллельно с установкой счетчиков, но сейчас, если так вот совсем как бы по-простому говорить, ну, давайте так, вот знает и наше население, и граждане нашей страны, что зимой нам приходилось приобретать электроэнергию в среднем по 4 рубля 50 копеек за 1 киловатт-час. Это до включения социального перетока. По этой цене Республика Абхазия оплачивала за получение этого перетока. Вот. Еще раз говорю, нормой потребления, допустим, если бы у нас было бы сегодня, да, при нормальном отношении потребления было бы 2 миллиарда киловатт-часов ориентировочно в год, то в 2022 году мы достигли цифры чуть ли не в 3 миллиарда. Это на 30% рост потребления произошел буквально в течение года, 1,5-2. Вот, и потому надо снижать это потребление. Надо снижать потребление, экономия. Экономия может быть там, где установлен прибор учета. Когда человек будет понимать, что за каждый потраченный киловатт ему надо заплатить хотя бы там 1 копейку, неважно. Вот, человек будет интуитивно экономить начинать. Такая практика. Тимур Иванович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Благодарю. Всех благ, удачи. Напомню нашим слушателям, это был гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Мы говорили о том, как в настоящее время страна обеспечивается электроэнергией, как готовится к летнему турсезону.